исторический символ 20 века. Во многих странах, во многих городах ставят какие-то мемориальные памятники, таблички, открывают музеи. Все эти города и страны знают, что в будущем это будет сокровищем, это будет богатством города или страны, где основаны эти музеи. Вот такой музей маленький, вернее, уже побольше, чем, но небольшой, уже большой, да, в 5 раз больше, чем был. Значит, переехал из Нелли, вы, наверное, помните, нам в Нелли дали маленькую комнату, но мы были безмерно счастливы, что она есть, потому что человек, которому создан этот музей, он достоин этого, именно Латвией отмечен. Он мечтал быть поэтом, быть артистом, быть песенником для своего народа. И получается так, что по биографии, когда мы собирали все материалы, именно как актер он начался в Риге. Потому что после окончания студии МХАТ он получил распределение в Московский театр имени Пушкина. А этот театр был на гастролях в Риге. И первая профессиональная сцена, профессиональной труппе, первый шаг был сделан этим человеком, Владимиром Семеновичем Высоцким, именно на сцене наших двух театров, национального и оперы. Значит, вот как актер мы можем сказать, что он первый шаг сделал в нашем городе. Это один момент. А второй, то, что он стал песенником, как мы его знаем все за его песни, тоже в Латвии снимался фильм «На завтрашней улице». Фильм наших времен, он такой правильный, он такой весь хороший фильм о нашей морали, сердечной, доброй там, и так далее, строительство ГЭС. И там он играл бригадира. И ходили, играли на гитаре, пели с друзьями, в компаниях, вечерами. И ребята говорят, Всеволод Абдулов там был, Янкович, те, кто с ним дружили. Ну, а Всеволод Абдулов это был самый его ближайший друг. Он говорит, Володя, сочини песню для фильма. Ну, договор с Дербеневым. Это тогда уже была личность политическая. Ну, песню сочинили. И ребята ее в фильме спели. Она не вошла в титр, фамилия не вошла в титр, потому что Дербенев был договор заключен. Но песня в этом фильме есть. Вот фильма у нас пока нет, но нам обещают его прислать из Америки. Есть такой коллекционер творчества Высоцкого Марк Цибульский, который уже 3-ю книгу выпускает по творчеству жизни и путешествиям Высоцкого. И в наших контактах он сказал, я вам ее пришлю. Так что вот этот фильм, который снимался здесь, на Завтрашней улице, он сейчас в Америке, и мы надеемся, что на следующий кинодень мы вам именно и его покажем. Но пока будем смотреть то, что у нас запланировано. Но самое главное еще, я не хочу пропустить эту вещь. Когда Высоцкий снимался в этом фильме, у него, не бог весть какая роль, и тогда мы помним наши сердечные фильмы, они простые, как там «Дело Румянцева» и так далее, все по нашей морали. Такой же и этот фильм. И вроде бы все ясно, и как надо играть, и режиссера различные замечания и указания. Он снимался до этого в других фильмах, и именно так, как начинающий актер, выполнял все указания режиссера. А здесь режиссер Филиппов, он уехал и Высоцкого оставил проводить съемку. Небольшие, но съемки. И он пишет Люсе отсюда, что я делаю то, что хочу, и ребята меня слушают. То есть вот этот прорыв в творческое начало, не просто исполнитель, не просто исполнение, а именно уже сотворчество с режиссером и свое творческое, вклад свой творческий, он тоже начался с этого фильма «На завтрашней улице». Я хотела бы, может быть, перебросить мостик такой, и сказать о следующем его творческом, таком творческой самостоятельности и, может быть, даже его творческой жизненной программе, которая тоже связана с Ригой. В 60-м году
они здесь снимали фильм и останавливались в гостинице «Метрополь». И позднее в этой же гостинице он был приглашен Рижской киностудией написать музыку, значит, баллады, песни для фильма «Стрелы Робин Гуда». Мы с вами эту историю немножко помним. В этой гостинице «Метрополь» он написал 6 песен и баллад, которые составляют суть его творчества. И не только творчества, а, наверное, суть его кредо его личности, потому что это песня о ненависти, потому что это баллада о борьбе, потому что баллада о любви, о времени. То есть все, что он хотел преподнести, дать нам, оставить нам, заключено в этих основных песнях и балладах. И вы понимаете, что дальше он развивал, дальше он уже совершенствовал во всем своем творчестве. Но начало и концентрация всех своих мыслей была заложена в этих балладах и песнях, которые написаны в гостинице «Метрополь» и составляют вот суть его творчества. Значит, и вот этот момент немаловажный. Есть еще один, тоже значительный. Он хотел быть поэтом, и там у нас даже есть, приходится приводить из американской прессы, что когда было у него интервью в Голливуде, значит, что больше всего я хочу быть поэтом и артистом для своего народа. Поэтом. И вы представляете, как сложилась судьба. Здесь снимался фильм «Последний жулик». Я думаю, те, кто моего возраста, они помнят, что мы даже не хотели поступать в юридический факультет, а кого будем судить, потому что воров-то не будет. Я думаю, что вы меня поймете, какое настроение было. Но дело не в этом. Дело в том, что музыку к этому фильму писал Микаэл Таривердиев. И именно Микаэл Таривердиев предложил нашей студии обратиться к Высоцкому, чтобы он как поэт написал стихи на его музыку. Валерий Евгеньевич, пожалуйста, проходите. Спасибо.